Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цупандин. Мы находимся в гастросуде ресторана «Мусхая», и к нам сегодня в гости пришел продюсер, сценарист, режиссер Дмитрий Давыдов. Дмитрий, приветствую. Добрый день. Да. Я знал, что ты давно хотел прийти, но все время времени нету, уже третий год тебя зову, но, слава богу, ты здесь. И, как говорится, учитывая, что у нас кулинарный проект, мы его называем «Кулинарное ток-шоу», чем ты к нам сегодня пришел? Что будешь делать? Было бы интересно прийти с чем-то таким особенным, да? Изысканным от Дмитрия Давыдова. Образ жизни мой такой быстрый, да, поэтому все надо быстро как бы готовить, поэтому быстрая еда, достаточно простая, но в то же время вкусная. Это пельмени. Пельмени. Хорошо, пельмени. Но мы как бы это вообще с готовкой как? С готовкой никак. Потому что как-то с детства так получилось, то, что старался не готовить. Ну, ты меня предупреждал, я вот специально для зрителей такой подковыристый вопрос задаю. Ну, ничего страшного, да, бывает. Обычно же мужчины там некоторые любят готовить, да, как бы вечером. Как бы отвести душу там на кухне. Но как бы у меня такого нет почему-то. Не твой случай. Ну, может быть, с годами, со временем, вдруг где-то пристрастишься. Особенно, когда бывает, что говорят, нифига себе вкусно, вот так, как так, и тогда вот, да, просыпается и хочется в следующий раз что-нибудь такое сделать. Да. Но, как говорится, пельмени так пельмени, тем более, что у нас мой постоянный соведущий Семена сегодня нету, Тарбахова, зато он нам готовил какие-то такие, сказал, для пельменей особенно вкусно будет, сметана, огурцы, масло, но мы, когда пельмени уже подготовятся, сделаем с тобой 2 разных соуса. Хорошо? Отлично. Ну да, и воду я уже поставил, пока она кипятится, мы ждем. И сразу первый вопрос. Все мы, конечно, знают, тебя узнали, вся Якутия, да и Россия уже, известный человек как представитель кино, якутского кино. Но что было до того, как ты стал, скажем так, известный и занялся тем кино? Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Вообще, в 21 год я приехал обратно в Амгу. Я сам из Амги родом. Поехал, отучился. Приехал где учился? В Амгу. Учился на педагога, педагогический институт. 4 курса закончил, на 5-й не пошел, потому что как-то понял, что все-таки... учитель начальных классов. Бакалавриат? Да. Ага, так. И как-то это... Но приехал в Амгу, и меня пригласил тогда мой учитель, он стал директором школы. Он говорит, что работа есть. Я говорю, нет, а что делаешь? Ничего не делаю. И давай к нам в школу. И вот я пришел в школу, начал работать психологом, потом перешел там на заместителя директора. Ну и в итоге потом я перешел на учителя. Ничего себе, карьера быстро. Да, у меня так. Вообще специальность учитель начальных классов. Так. Да, потом я взял класс, отработал, и в последнее время, да, я работал директором школы. Там поработал около 4 лет. Получается 16 лет, да, это я был в школе. Вот, и в школе был, вот я когда работал психологом, организатором детского движения, вот мы сделали подростковый клуб. Сеть подростковых клубов делали в Амге. Объединили все школы. И вот эта сеть, мы там КВНом занимались, какие-то вечера проводили, лагеря детские сами свои организовывали. И вот одно из направлений было видео. То есть видеосъемка, да? Взяли камеру в руки и стали что-то снимать. Тогда только популярные, скорее всего, такие большие это камеры. Это был 2004, 2005, 2006 года примерно. И где-то в 2009 году я понял, что, в принципе, относительно то, что мы делаем у себя, также ребята в Якутске, например, получше, да, снимают, но они выходят в прокат. То есть они выходят на большие экраны. И вот эти амбиции маленько сыграли, то что, в принципе... Чем я хуже, да? Да. Не боги ковши обжигают, давай-ка я тоже. Вот, и пришла пора уйти со школы, и вот мы сняли потом вначале любительский фильм, этот любительский фильм... Я приехал в Якутск, никого не знал, я просто вот всех киношников собрали, я показал этот фильм, все похвалили, сказали, молодец. И вот на следующий год сразу мы сняли вот свой первый фильм. Большой. Уже фильм, уже полноценный, да? Вот благодаря тому, что вот съездил, показал, вот знакомство было с этими специалистами, и вот я их прямо пригласил на следующий год.
Подождите, а когда ты говоришь «мы», ты кого имеешь в виду? Это уже какая-то такая команда была или что-то? Это группа товарищей какие-то? Ну вот, когда единомышленников? мы работали в АМГе, там у нас была сеть подростковых клубов, вот эти, да, там не только я, там мои друзья, то есть мы там с друзьями как-то все делали. А первый фильм любительский я снял с оператором-постановщиком, то есть нас было двое. Аж двое? Это был... Немножко смешно, конечно, да, потому что как фильм двое сняли, да? Ну, как да. Джеки Чан, да, продюсер, режиссер, сценарист. Ну, как бы главных ролях. это такая любительская картина, она есть в YouTube, это все можно посмотреть, я сохранил. Ну, вот как бы вдвоем все это сделали, вдвоем приехали, показали. Ага. А сюда приезжали, показывали, каким образом вы нашли, ну, скажем, на аудитории? Вы же говорите, местным киношникам показали, да? Ну, Степан Бурнашов пригласил, то есть я показал Степе фильм, он сказал, хорошо, давай приезжай в Якутск. В Якутске работал в свое время киноклуб, который объединял киношников, да, специалистов из сферы кино. И он сказал, что приедь, давай мы соберем всех, ты свой фильм покажешь. Ну и вот мы приехали, показали. И там как раз вот познакомились вот с операторами, с другими режиссерами. Ну, то есть свои, как бы, эти, да, получается. Волновался? Ну, как-то нет. Да? Да, ну, ты был уверен, что ну, я снял толковую вещь, сейчас покажу. Просто, или как? Ну, как все равно же. Просто было интересно. Даже так. Проба пира же? Да, потому что там такой вот настрой был, то, что не они там профессионалы, да, а то, что вот, ну, молодец, давай, приезжай, посмотрим вместе, как бы там поговорим. Ну, как бы вот такая очень... Обмен опытом. Да, общение очень такое было. Ага. Достаточно простое. Нет такого, что там смотрят, нет, кто так работает. Ну, вот этого шапкозагадательских таких настроений не было вообще. Не было ощущения, то, что ты едешь к каким-то профессионалам, там, куда-то, что тебе там будет, жюри какой-то сидеть. Там. Жюрить еще будут, ну, что-нибудь такое, да? Ну, все, интересно. И что? И на следующий год уже получается первый полнометражный фильм. Вот, ну, благодаря тому, что вот съездили, я познакомился тогда с оператором, Иван Семенов. Ванька. Да, ну там со многими, да. И вот на следующий год я написал сценарий, я им всем позвонил, сказал, что вот я хочу снять свой первый фильм в АМГе, сможете приехать? И, в принципе, всем, кому я это предложил, они сказали да. То есть давай, приезжай. То есть я сказал, что я хочу снять свой первый фильм, а вы как более профессиональные люди, да, ну, чтобы они были в команде. То есть вот я прямо так с таким намеком, чтобы они меня учили во время съемок. Все согласились, и вот все на ура. И вот мы в 2014 году, в октябре, в АМГе сняли этот фильм. «Костер на ветру». «Костер на ветру», первый фильм, да-да-да. И как? Сняли 2 года. Ну, одно дело снять фильм, постпродакшн, другое дело закончить. Да. Проблема была в том, что деньги ты искал сам. Ну, эту историю, наверное, все знают, как я этот фильм снимал. Там и машину продавал, кредит брал, все. В итоге постпродакшн у нас занял 2 года. То есть снял фильм, а что делать дальше? Уже готовое лежит, надо собрать звук, цвет, все прочее. Да. Конечно, да. В итоге, ну, в 2016 году мы только закончили. Быстро выпустили в прокат, если кто помнит, да, в 2016 году он вышел в прокате, и он, конечно, провалился, потому что там и реклама не очень была, и имя мое непонятное, такое незнакомое. Да, кто такой вообще, да. И сам фильм сложный, да, потому что обычно там любят ходить более легкий жанр, на комедии какие-то, да. Такой. Ну и в итоге фильм не собрал, и я сижу, ну и в итоге что? Как бы с долгами сидишь, как дальше жить, вроде что фильм такое? снял, да, и что дальше делать? И что, да? Да, и вот повезло то, что додумались отправить фильм на фестиваль. То есть, если в прокате, ну, то есть, если экономический фильм не выиграл, давай мы попробуем хотя бы, чтобы это был какой-то прорыв культурный, да? Как авторское кино, да? Да, и стали подавать заявки, и вот попали вот на вот этот Пусанский фестиваль. Это класс А, самый большой фестиваль, ну, такой вот, на котором было якутское кино. То есть это вот впервые такой Якутск. И попали, и вот после этого сразу так все пошло-поехало. Ну, то есть какая-то известность пришла, ну, то есть авторитет уже был. Ну, на большом фестивале признание, да. Крутятся мелкие фестивали, представители мелких фестивалей, и, соответственно, если ты был там представлен, то тебя уже начинают приглашать. И вот так вот приглашений очень много пошло. И, соответственно, этот фильм там практически по всему миру мы там
По разным фестивалям поездил, да? А каким образом... И в Африке он был, и везде он был. А каким образом поддаются? Ну, то есть, допустим, я, ну, условно, да, захотелось что-нибудь снять. Ну, сейчас, слава богу, оборудование не такое уж бешеных денег стоит, да? Сейчас его довольно-таки, чуть ли люди даже на iPhone чуть ли не снимают, 4К качество. Что-то снял, вот у меня готовый, собрал, и что я делаю? Похожу... Нет, вообще у каждого фестиваля есть свой сайт, да. И они ежегодно объявляют даты приема этих заявок. Конкурсные ты можешь официально через там есть определенные платформы, там фильм Freeway, да, ты можешь подавать туда. Залил фильм. Оплачиваешь взнос, организационный взнос, там у всех он по-разному, да? Ну, понятно. И просто подаешь. Если, когда ты уже опытный, вот то, что мы сейчас делаем, да, мы можем уже подавать напрямую, например, программным директорам. То есть уже мы знаем людей на этих фестивалях, мы лично им то есть, звоним. которые уже себя зарекомендовали, да, конечно, вас уже знают. Да, то есть без комиссии напрямую им показываем, они нам говорят, подходит фильм, не подходит. Ну, то есть именно какой-то фестиваль, ну, допустим, чему-то приурочен, либо там, ну, определенная тематика, стилистика. Потому что фестивалей очень много. Да, есть фестивали там горной тематики, фестивали женские только, фестивали там какие-то еще, ну, какие-то вот тематики. Да, понятно, понятно. Где твой фильм будет интересен и... А как попадают тогда вообще на топовые фестивали? Ну, допустим, Оскар, Каннский, Венецианский, Берлинский. Чтобы попасть, ну, вот я как понял, да? Так. Чтобы попасть на такой фестиваль, во-первых, это должен быть проект не одной страны, то есть это должна быть копродукция обязательно. И им не интересно принимать уже готовый фильм. То есть они... Вот если ты начинаешь этот проект, вот то, что я сейчас вот начинаю делать, да, вот мне сейчас интересно вот такие этапы пройти. На стадии синопсиса, то есть у тебя нет сценария, у тебя есть идея, и вот на стадии идеи ты едешь туда, представляешь фильм на фильм-маркетах, на питчингах, на каких-то вот этих очных каких-то защитах. И вот они начинают вести этот проект. То есть они дают тебе там сценарный грант, ты выигрываешь какие-то питчинги, потом на стадии сценария там, ну, ты снимаешь work in progress, то фильм в производстве ты представляешь еще где-то. То есть вот это очень такая долгая работа в течение там 3, 4, 5 лет, когда они знают то, что есть этот проект, они ведут его, и когда он готов, они могут его принять. Вот так, да. А если ты просто готовый, да, приезжаешь там, вот я снял фильм, да, им это не очень интересно. Ну и, конечно же, конкуренция очень большая. Ну, само собой, да. Поэтому какие-то личные связи, имя твое, да, оно тоже играет роль. Даже, может быть, у тебя не очень хороший фильм, но если ты Квентин Тарантино, да, тебя... Ну, да, ну, как говорится, да, поэтому, ну, потому что там статус, там... Вот крупный фестиваль — это больше про статус, наверное. Ну, да. Меньше про, наверное, реальное какое-то искусство, а больше про современное состояние, да, вот общества, про какие-то такие вот. Хорошо. Производство фильма начинается в первую очередь, ну вот, да, с идеи, синопсиса же, да? Ну, то есть какая-то идея, допустим, ты режиссер, ну, допустим, мы так как говорим о тебе, родилась идея. Где ты это берешь и кто пишет сценарий? Вот сам же и сценарист. Вообще есть понятие автор, да? Есть вообще зрительское кино, авторское. Ну, это вот такие грубые эти определения, да? Градация, это формулировки, да? Они мне нравятся. Потому что есть кино как искусство и кино как бизнес, да? Кино как бизнес — это вот наши Марвелы, да. все, то есть кино, которое зарабатывает деньги. Они делают хорошие вещи, аттракцион, они делают кино для того, чтобы зритель пришел, отдохнул, отключил мозги от сегодняшней этой каких-то проблем, посмотрел, отдохнул. Это как аттракционы вот, американские горки. А есть кино как искусство, это маленько сложное кино, где ты как зритель начинаешь быть сам автором. То есть ты сам вместе с режиссером продумываешь эту историю, начинаешь это все как-то копать. Это проблемное кино, которое там на какие-то острые темы, наверное, говорит, и ты как зритель это все принимаешь. То есть ты активный участник вот этого произведения. И это очень сложно, и понятно то, что это вот массовому зрителю это не очень нравится, потому что зрителю хочется отдохнуть. Ну да. С работы пришел, пошел, посмотрел кино, отдохнул, да. Все. И все. На 2 часа отключился, и потом опять же в рутину свою возвращаешься, в реальность. Да,
Вот кино как бизнес мне не очень интересно делать, такие пустышки, да, фильмы. Мне гораздо интереснее делать кино, где вот я себя проявляю, какие-то свои мысли, свое видение какой-то вот жизни. Поэтому вот есть понятие автор, да, а автор, он должен написать сценарий сам. Это должна быть его идея, его сценарий, его съемки, его монтаж, ну, в итоге вот, да, вот его авторская работа. Поэтому сценарий пишу сам, а идеи приходят. Идеи могут годами вот так вот в голове крутиться. Витать, да? Да. А неплохо бы вот это воплотить бы, да? Вот, например, да, сейчас у нас съемки фильма идут, и я буквально там года 4 назад где-то случайно в газете прочитал одну историю. Это у меня засело, и когда при написании сценария все это всплыло, и как-то вот совместилась еще какая-то идея, и вот получился вот этот сценарий. Ну, то есть вот история, да? Формирование идеи происходит так. Синтез твоих каких-то мыслей, все это вот копится, и потом вспоминается, и потом объединяется в что-то такое необычное. Необычное. Ну да, действительно очень интересно, потому что же всегда говорят же, ну, точнее, часто говорят, что вот у этого режиссера свой почерк, ну вот, да, свое видение, ну то есть на одну и ту же ситуацию, одну и ту же историю можно по-разному рассказать. Это очень интересно, когда ты смотришь фильм, и ты понимаешь, что режиссер говорит своим языком. Да. Да. Потому что можно много говорить, но говорить чужими словами, ну, то есть… Шаблоны. Да, все повторяется. Да-да-да. Ага. А очень интересно, когда режиссер на что-то смотрит по-своему, и как-то вот это авторский стиль называется. Ну, чтобы человек, зритель смотрит и обязательно должен, ну, что-то свое додумывать, ну, как бы, либо угадать, что хотел сказать режиссер. Может, да, там меньше, наверное, ответов, больше вопросов. Да. Больше общения. Ну, мне очень интересно, когда сидишь… Что же хотел сказать этим режиссер? Да, вот, где тут символизм этого сюжетной линии? Да. Да, а тем временем вода у нас вскипела. Я предлагаю тебе вооружиться ножом вскрыть и торжественно заложить. И время засекаем. Так. Семен нам оставил вот эту штукенцию. Так, ну мы… А так по одной можно, ну, побросать просто. Можно по одной. Ну, или возьми так. Давай так, сразу. Давай. Отвлечемся от кино. Что ты любишь кушать? Люблю кушать в последнее время не грубую пищу. Что такое? То есть я начинаю следить за своим здоровьем. Меньше, наверное, мяса, больше овощей. То есть как-то вот, ну, потому что… Ну, это тенденция. Это не то, что там быть в моде какой-то, да, потому что, ну, это реально полезно. Больше овощей, чтобы у тебя было, больше воды, меньше газировки, раньше в молодости хлеба. Как бы это не обращал внимания. Раньше все подряд. Все подряд. Раньше и были эти бургеры и все подряд. Ну, я позволяю себе все, но как бы уже в меру. Уже в меру. Ну то есть ограничиваешь где-то сказать, ну лучше я сегодня вместо этого снимка я лучше вот это. Например, так, да? Ну, потому что есть, ну, правильно, это тоже как бы, не знаю, ну, как бы это правильно. Ну да, ну сейчас вообще тенденция ПП, все это уже чуть ли не то, что ПП, да, правильное питание, да. Типа, да. Вот это нельзя, вот чтобы это поменьше было, да. Колу нельзя, чипсы нельзя, соленое нельзя, жареное нельзя, ну, меньше считается. Так. Меньше, то есть уже начинаешь следить за этим. Ну, потому что уже возраст подходит, уже да. Там, да. Ну уже хорошо, там. А любимое блюдо какое? Любимое блюдо, вот мне нравится вот эта вот грузинская кухня, лагман, плов. Я был в Бишкеке вот буквально недавно, да, у них замечательный плов, прямо необычный плов, ну такой, не знаю, особенный какой-то плов. Ну вот, да, вот такая еда. Харчо, например. Это более такая у них острая, тоже грубая достаточно еда, такая тяжелая, да? Тяжелая, да. Но она вкусная. Ну, изредка, как бы можно. Можно себе позволить, да? А я свое разрешение подсолил. И Семен, убегая, сказал, что мы можем сделать 2 соуса. Каким хочешь заняться? Один надо готовить, другой нет. Один надо готовить, другой нет. Да, он принес сметану и сказал огурчиками тонко нарезать и просто их смешать.
Это первое. А второе – растопить масло. Растопить масло. Растопить масло и туда кидаем. Да. И с этим. Топим масло, кидаем. Топим масло, да. Притом, лук-то свежий, да? Да, лук свежий, собранный тут. Подсуетился, да. Но сегодня, как я уже сказал, дорогие телезрители, Семен очень сильно занят. Нам все подготовил и убежал. Ну ничего, мы справимся. Да. Можно. Сковородку я уже положил нагреваться. Много ли готовят у вас пельменей? Пельмени? Пельмени, передача наша уже 3-й год идет. Ну, пару раз готовили точно. Да, но потом брали, еще жарили, что-то такое, какой-то типа гёце. Да, добавляли. Вот. Как быстро ты работаешь? Вообще, все познается в сравнении, конечно же, да. Вообще, работаем быстро. То есть я могу долго писать, быстро писать. Ну, то есть если какие-то есть планы, ты себе планируешь и работаешь. Например, сейчас мы с москвичами очень много общались. Вот они достаточно медленно все делают. Они могут какой-то вопрос решать там 1 неделю целую, да, но на следующую неделю перенести решение какого-то вопроса, да. Мне проще достаточно, потому что я сам себе продюсер, мне достаточно проще быстро вот сегодня прямо решить этот вопрос. Если нужно написать сценарий, ставлю сроки, месяц, да, через месяц у меня должен быть сценарий. Соответственно, там работаю по 15 часов, но там 1 числа у меня сценарий готов. Ну, то есть вот я очень жестко к себе отношусь, вот к своему времени, не позволяю себе слабину. Да, то есть растягивать. Ну, то есть быстро, да, потому что я читал несколько твоих интервью, там говорят, что из-за нехватки бюджета, небольших бюджетов, не нехватки, а небольших бюджетов, то есть съемочные дни максимально сокращаются. Ну, вот, да, и насчет съемок, да, это многие не понимают, но я вот как продюсер, да, я вот один съемочный день у меня стоит определенное количество денег. Ну, да, я не могу себе позволить как-то медленно, долго, расслабленно что-то там вот так вот ходить. Мне надо все очень жестко, быстро, потому что... Да, и запланировать. Да, если я не успею, мне придется платить следующий день. Да, бюджет уже вываливается, скажем так, да. Хорошо, давай поговорим про фильм «Пугало», который, да, вот и Кинотавр, конечно, это нужно тебе поздравить, это, скорее всего, уже много раз поздравляли. Как создавался этот фильм и почему он именно, ну, скажем так, подытаживая, почему он имел успех такой? Твой взгляд. Вот первый сценарий «Пугало», да, я, по-моему, это пока никому не говорил, он был написан в 2008, по-моему, 2009 году, вот в то время, когда я еще работал вот с детьми. И параллельно, да, вот я написал сценарий вот этой истории, и я тогда показывал, я так помню, и нашей администрации местной, и, по-моему, тут, и многим он не понравился. Ну, они сказали, они не поняли, они сказали то, что а давайте что-нибудь такое веселенькое нам. Что-то слишком чернуха, да? Да. Поэтому я как-то забросил и как-то забыл про это. А потом, после того, как мы сняли первые фильмы, вот «Костер на ветру», там, да, пошло, и тогда встал вопрос, а что дальше снимать, о чем дальше говорить. И вот эта идея, она вышла. Я подумал, что она действительно актуальная, до сих пор, ну, то есть, интересная, да, свое время, да, перспективная. То есть, да, поэтому да. стали ее, вытащил этот сценарий, переработал и очень быстро сняли. Тут благодаря тому, что в тот год, это был первый год, по-моему, когда Синет объявил свой конкурс на получение грантов. Да. Я тогда подал, и вот мне... И сразу сходу выиграл грант. Взяли грант. Ну да, дали грант, и все. Есть минимальный бюджет. Хотя бы бюджет, где-то можно оглянуться, что ну, чуть-чуть как бы не за свои деньги, которые ты кредит берешь. Есть как обычно, да, машина не продана своя. Да. Это очень удобно снимать фильм на чужие деньги. Ну, да. То есть... Когда, ну, как бы, чуть больше ответственности, но, с другой стороны, зато чувствуешь тыл, правильно? Да. Давай заложим масло, потому что сковородка уже так, давай, мы... Сколько? Ну, вот. Да, не знаю сколько, давай много не будем, да? Половинку, мне кажется, хватит. Половинку. Да, растопим, да, и добавим, потому что у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 6 человек, да? Чтобы нам была возможность попробовать. Давай, так сделаем. Так, и...
Наверное, не надо разогревать это. А, чуть поменьше, да? Да, поменьше, я уже убрал в огне. Сейчас это масло сгорит. Нам же нужно просто растопить его. Сковородка уже суть до дела. Так, а как подбор актеров, локации и все прочее? Вот опять-таки же здесь стоит сказать то, что, ну это все знают, наверное, то, что вот якутская среда вот, киношников, она очень дружная. И есть такой режиссер Мункуев Владимир, который снял там Олглато, Нуччо он снял, да? И вот я с ним советуюсь, я показываю сценарий и спрашиваю, кто бы мог это сыграть. Потому что обычно вот в первых моих фильмах в основном играли мои земляки, вот, самги, да? А тут я понял, то, что роль очень сложная, и поэтому здесь нужен какой-то профессиональный актер, действительно. И вот он сразу мне... Характер передать, да? Да, он сразу сказал, то, что обрати внимание на Ческыры. Я тогда вообще не знал. Ну, да, я слышал, то, что там певица. Да, кто-то поет, там где-то, да. Вот он мне скинул ссылки в YouTube, и он говорит, то, что вот концерты, посмотри, как она работает на сцене, как она общается, интервью стал смотреть. И в этот же вечер нашел ее телефон, звоню ей, Так. говорю то, что... Представляешься? Да, представляюсь. Я такой, Дмитрий Давыдов, хочу снять у вас кино. Она говорит, наконец-то. Да ладно? Да, то есть она очень долго ждала этого звонка. И я говорю, хотя бы сценарий почитайте, о чем, да? Она говорит, не-не-не, все, готово. Нет. То есть она, получается, знала о тебе? Или просто ждала какого-то приглашения в кино? Ну, я так... Вот сейчас я понимаю то, что очень многие наши и артисты театров, и, наверное, какие-то медийные люди, они очень жаждут, наверное, вот такого звонка от режиссера. То есть, чтобы попробовать себя в кино. Ну, в новом жанре, да. А артисты, да, им, наверное, очень тесно в рамках театра. Возможно, им интереснее развиваться куда-то туда, поэтому... Ну да, попробовать, а почему нет, да? Я так понимаю, то, что очень многие вот прямо вот ждут своей роли, когда им позвонят. И, скорее всего, Валентина также очень обрадовалась, когда главная роль, все, я готова. Тем более главная роль, да? И приехал. Ага. А как вообще фильм получался, съемки? Ну, во время съемок ты уже понимал, что, ну, все классно получается или что? Или какие-то сомнения там, были, наоборот, проблемные съемки были. Мы сняли фильм вообще за, я не помню, 11, да, по-моему, или 10. Да, очень быстро сняли. Притом мы жили в Амге, снимали в Абаге. То есть это надо было ездить. Небольшая съемочная группа. Поэтому в момент производства я понимал то, что ну хотя бы что-то такое, ну, чтобы фильм хотя бы чтобы нормально получился. То есть хотя бы, что даже вот такая, как бы не такая сильная завышенная планка была, да? Да, у меня было ощущение, то, что как бы что-то провальное, возможно, мы сделаем, непонятное, и хотя бы, чтобы, ну, смотрибельное что-то такое получилось. Вот, а потом, когда мы закончили фильм, у меня московский агент, я показал агенту, агент показал, ну, стал подавать заявки, и нас сразу приняли на Кинотавр. Вот это удивительно было, потому что еще 2 года назад на Кинотавр они отказывали принимать якутское кино, потому что у них было прямо в положении написано то, что фильмы только на русском языке. Ну, то есть нельзя только из-за языка, да? Да. А этот год они как бы вот эту графу убрали, и ну, они поняли то, что российское кино это может быть разное кино. Ну да, сколько субъектов-то есть. Поэтому вот, ну, как бы вот впервые нас приняли, и все. Ну, потому что, да, даже я считаю, что, допустим, Пугало, как человек, который смотрел, если бы это был бы дубляж по-русски, это было бы, ну, настроение фильма уже совершенно по-другому. Вот эта проблема онлайн-кинотеатров. Мы сейчас вот все фильмы отдаем в онлайн, то есть в кинотеатры, а потом отдаем в онлайн, да? А у них вот это требование до сих пор есть. Обязательно делайте дубляж. И вот кто смотрит... Ну, на выбор, да? Ну, да. Потому что можно, да. Нет, они в оригинале не принимают. Они вот... Это к вопросу о том, что многие мне говорят, то, что в оригинале, где посмотреть фильм в оригинале. А у них вот пока до сих пор идет такое требование на русском языке должен быть. Поэтому нам приходится в Москве переозвучивать фильм. И Пугало, он на русском в этом идет, и остальные фильмы. Но эту вот ситуацию мы сейчас меняем. Я думаю, в следующем году, через год, возможно, мы их сломаем и
Даже так? Да. Ага. И уже будем в оригинале давать. Хорошо. Ну, взяли фильм на фестиваль. Какие ощущения были? Сложные ощущения были, потому что... Ну, вроде как бы, о, yes, да? Ну, как, взяли, то что? У меня встал, ну, как бы я продюсер же, поэтому у меня встал вопрос, то, что надо вести команду туда, как вести, на какие деньги, потому что фестиваль не оплачивает все это. Ну да. Надо самим все это. Стоит ли ехать, не стоит ли ехать. Ну, в итоге меня убедили, то, что надо поехать. И вот мы втроем, это Ческыры и оператор Ваня Семенов. Ванька, ага. И вот мы втроем поехали туда. Фильм показали, нам вот так вот похлопали, молодцы. Но там, потому что своя вот это в России, московская своя тусовка, то есть они все друг друга там знают. Ну, конечно. Мы туда приехали какие-то вот, ну, нам молодцы, то, что приехали, показали фильм. И они как бы между собой там все. Что-то там шушукается. Вот, а потом, когда день итогов, нас отправляют в обед на самолет, то есть нам сказали, все, вы езжайте. Куда? Ну, как бы уезжайте к себе. Все, спасибо, до свидания. Да, потому что у них условие было то, что остаются только те, кто получает приз. Да, а нам в обед нам говорят то, что ну, спасибо за участие, как бы. Да, молодцы. Все, вот ваши билеты. Хорошо, приехали. Ага. И мы, вот я помню, с Ваней Семеновым садимся в самолет. То есть я захожу в самолет, мы сдали багаж, и тут мне звонок от организаторов, то, что срочно возвращайся. А я уже в самолете, у меня багаж, все Да. уже. И вот нам пришлось все это там ссориться с криками, все это выбегать. Да, это В действительно, итоге- потому что же ты должен очень серьезно объяснить причины того, что ты собираешься покинуть, потому Да, что уже нам багаж, то есть это всё там- антитеррористический закон тут же Да. вступает в силу, да, потому что так нельзя делать. Да. В итоге вот целый день мы потратили в аэропорт, потому что там Адлер и это где-то там дальше, да, это, потом еще ехали. И в итоге вот, ну да, мы буквально вечером приезжаем, Вернулись. переодеваемся и идем сразу в этот, слушать итоги. Ага. Ну и все. То есть вы в зале сидели? Да. Ну, нам дают первый приз вначале, там женскую роль, потом дают приз кинокритиков и в итоге дают главный приз. То есть Главный приз. практически все призы там забрали. Ну. Ну и после этого сразу все вот. Было Так кто это ощущение, такие, типа, да? было ощущение, да, то, что вот смотришь на зал, кто-то искренне, да, там аплодирует Ага. тебя, кто-то вот. Да, Типа, такие, ладно, такие, ладно. ага, ну ладно, да. Кто это такие вообще? Ну, то есть, как бы, с улицы практически люди пришли, да, ну, то есть, согласись, что к тому времени, ну, среди массового, не только зрителя, а даже кинокритиков, вы были не знакомы, ну, то есть, вас не знали. И вот мне, Так и было? Мне в этом году, кстати, вот, с Питера говорят прокатчики, то, что до Пугала мы про якутское кино, ну, как бы слышали, но воспринимали это все-таки как что-то вот самодеятельность какая-то такая. Ну да. Ребята там сами по себе барахтаются, что-то Да, там делают. с Ну, момента- есть у них там фильмы. С да. момента Пугала Уже якутское бам. кино уже вот так вот встало серьезно. Ага. И сейчас, если мы приезжаем на фестиваль, мы сейчас выиграли все российские фестивали. Ну, я знаю, да. А в этом году зимний взял фильм там «Не хоните меня», Мгм. Без «Окно Ивана, в да. Европу», «Зеркало». То есть все российские фестивали мы взяли гран-при. И Более-менее российские фестивали уже, как это, по-якутски говоря, харды хамтыт. Да. Да, так и есть. Если раньше говорили, кто это такие, да, кто Да, это а уже приехал. все. Ой, якуты, уже да. страшно. Да? Сейчас, если приезжаем, они говорят, я опять эти приехали. Ага. Да, то есть уже такие. Слушай, ну, у меня передачи вот уже за 3 года, да, очень много было и режиссеров, и актеров, ну, то есть тех людей, которые конкретно олицетворяют имя якутского кино, да, в том числе и Степа Бурнушов был, Ваньки Семенова еще не было, но я его зову, он обязательно придет, я так думаю. На твой взгляд, в чем секрет такого, ну, не скажем так, ну, без лишней скромности якутского кинобума, да, ну, то есть, говорят, Сахавуд, якутское кино, свой почерк и все прочее. Что случилось? Очень интересный вопрос, потому что когда мы выезжаем сейчас в Туву, ездили, вот где вот только-только у них сейчас все начинается, у них нет условий для вот такого развития на самом деле. А у нас в 2004 году, вот если кто помнит, вышел в прокат фильм «Моя любовь», по-моему, да, Потапова, Сергей Потапова, да. И это был вот действительно такой, как правильно Триггер. сказать, нет, риск Ага. для прокатчиков взять это кино в прокат. Ага.
вот пойдет ли зритель, потому что никто не знал, как это все будет, да. В итоге этот фильм заработал там, по-моему, в 5-6 раз больше, чем он там потратил, по-моему. То есть это был, сделался, да? Если кто помнит, да, это 2004 год. То есть вот эта связка сработала, прокатчик, ну, наши прокатчики кинотеатры, да, то, что они рискнули, взяли якутское кино. И вот этот зритель наш якутский, вот благодаря зрителю, который не стал давить, потому что, ну, на самом деле, вот кто помнит, там кино не очень хорошего качества выходило, да? Ну да, ну, то есть и технические возможности были совершенно другие, да? Да. Потому что хорошие профессиональные камеры очень дорого стоили. Вот фишка была в том, что зритель не стал это ругать, не стал говорить, что это стыдно смотреть и далее. Он, наоборот, стал говорить, что давайте еще. Ну, свое, якутское. Да. Ну что, это наши ребята, вот наши друзья сняли. Ты да, и вот благодаря вот этому, то, что... Какая-то такая местечковость тоже свою роль сыграла. То, что все как бы вот на ура, давайте еще. Давайте еще. Из-за этого вот это все. Бang-бang-бang. Снежный ком рос, и в этом, да? А сейчас я говорю всем то, что ну, вообще понятие якутского феномена якутского кино, его нету. Потому что нам, вот если мы говорим про якутское кино, мы себя как бы вот ограничиваем, ну как бы вот мы вот свои сами, да, а нам надо говорить то, что мы и российское кино, мы и мировое кино. То есть вот мы должны вот изначально, когда режиссер снимает, он должен себя вот так вот ставить. Это, конечно, опасно, амбициозно, но если ты изначально берешь камеру в руки и понимаешь, что ты будешь стоять наравне там, не с Тарантино, ну, то есть он делает кино, я делаю кино. Да. Неважно, как он делает, неважно, как я, но мы делаем одно дело. А не то, что я там у себя где-то в Якутии, там что-то. Да, вот если я с таким пониманием делаю, сижу у себя. Да, вот если с таким пониманием будешь работать, то вот это, наверное, будет больше работать на. Ну, то есть как будто ты изначально, еще до того, как ты не начал, поставил себе какую-то определенную планку. Ну, как бы, в каком-то смысле так, да? Ну, если пришел в кино, то есть снимай кино. Неважно там, то есть снимай настоящее кино. То есть, расскажи интересную историю. Я делаю кино. Поэтому это очень сложное в психологическом плане для режиссера якутского вот это понятие, потому что себя надо вот так поставить. Не вот так, что там. Да, что-то я круто, я вам покажу, да, а так, чтобы, ну, изначально так, да. Да, потому что это очень интересно в плане того, что вот мы выезжаем, да, в Новой Зеландии были, да, там такие же ребята вот с такими же проблемами. Вот просто или французы, или где-то там. То есть там живут такие же ребята, которые снимают так же. Вот берут тот же Blackmagic, Canon и также снимают. Вот ровно все так же. И вот это очень интересно, когда ты живешь здесь, он там, и вы делаете примерно одно и то же, пытаетесь показать. И вот это общение, когда ты встречаешься и вот начинаешь, даже языка не знаешь, культура разная, но у вас одно, как бы вот это одно дело, и вот это все там горит. Это прикольно. Прикольно. Это вот на фестивалях, вот это общение, да. В такой неформальной обстановке, скорее всего, да. Тем временем я выложил одну пельменину. Я предлагаю тебе вооружиться ножом и все-таки эти огурцы порезать. Огурцы порезать? Да. Пельменишка готова. Давай. Давай мы ее снимем с огня. Огурцы тоже туда кидаем? Нет, огурцы мы должны кинуть вот туда. И это у нас получается огурцы, господи, мелко огурцы, чеснок, лук и все туда. Лук чуть-чуть, мне кажется, надо взять. А тем временем я займусь сервировкой пельменей наших. Пельмени такие большие, не слабые такие пельмени. Ну, это больше не пельмени, больше, наверное... Ну, да, какие-то вареники. Но они с мясом, и поэтому они пельмени. Плиту я выключил. Давай нам по 4, а то что останется ребятам. Режиссер один, оператором один, звукачу один, я даже 3 возьму. Вот. И пока я режу чеснок, дорогие телезрители, я должен сделать такое признание. Когда я был на охоте в мае, оказывается, я всегда ставлю переадресацию на свой телефон. Звонил телефон, ну, то есть переадресацию на супругу. Сказали, звонят какой-то телекомпании, и говорят, ну, то есть звонят мне и предлагают роль в кино. Да, говорят, где он? Ну, говорит, он на охоте, скоро приедет. Супруга мне, конечно, по приезду говорит, вот, тебя кино позвали. Я такой, ничего себе, как Валентина, я прямо такой, этого я звонка ждал чуть ли не всю жизнь. Меня приглашают на кастинг, да,
помнишь, мы сидели все. Степан говорит, вот мы для тебя подготовили роль, не хочешь попробоваться? Я чуть ли не сказал, я, конечно, мог сказать, этого я звонка ждал всю жизнь, но для меня это действительно первый опыт. Съемки сейчас идут, но моя роль как бы это, да, спойлерить не буду, я снялся в вашем кино. Да, это продолжение фильма «Эд», который сейчас будет называться «Эд». Да. Расскажи, пожалуйста, о нем. Ну вот, прямо сейчас у нас идут съемки этого фильма. Это после того, как мы сняли фильм «Эд», у нас очень хорошее фестивальное продвижение было. Он попал на крупные фестивали, был хороший прокат, был онлайн-прокат. И мы тогда в шутку сказали, что давай попробуем снять вторую часть «Альманаха». Раз уж так, да? Да, и назовем «Эд». И как бы это была шутка. Так. А сейчас мы вот весной буквально сидели. Степа прокатал фильм «Айта», я прокатал фильм «Эдерсас», и что дальше? И вот, давай снимем. И такие, давай. Мы прямо тоже быстро написали сценарий. У нас было много вариантов историй, но мы написали 7 в итоге историй. Новелл. Да, и сейчас мы это снимаем. И вот, кстати, мы снялись в одной истории. Там есть и комедийные истории, и драматические, да, но вот этот фильм выйдет у нас в этом году, осенью. Осенью, в октябре, да? Да, и, кстати, здесь надо отметить то, что это впервые якутский проект, который работает с Винком. То есть это онлайн-сервис Винк. Винк, да. Это, Россельком. да, это их проект. Винка, да? То есть он непосредственно сразу туда выйдет, да, после премьеры? Да, мы его выпустим в кинотеатрах, и это будет потом на Винке. И это вот как бы вот очень хорошее движение вперед для якутского кино, потому что мы сейчас работаем с Винком, и я знаю то, что сейчас начинают ребята якутские работать со стартом, может быть, с Кинопоиском, с Соком мы начнем работать, то есть уже им, может быть, и сериалы будем снимать. Ну, да, онлайн-платформы и все прочее. Сейчас же век идет онлайн, сейчас все в сериалах, все в телевидении, поэтому надо двигаться туда. Сейчас сериалы снимают как фильмы. Многие. Сейчас крутые сериалы с крутыми бюджетами. Сказал человек, который снялся в сериале. Что я о себе, да о себе. У нас подсказывают, что совсем мало времени остается до конца нашей передачи. Немножко о творческих планах. Творческие планы. Есть большие проекты, будем двигаться вперед. Я как бы не люблю говорить о планах, то, что вот мы хотим сделать. Расскажи о Богу о своих планах, да? Творческие люди обычно так и делают. Но вот у меня есть уверенность, что в ближайшие 3 года мы будем и на Каннском, и на Венецианском фестивале. И если не я, то кто-то из наших ребят из якутского кино. Ну, круто. Ну, до Оскара же ребята добрались уже. В этом году Макс был и на Оскаре. Да. Мы с Германом и их родителями, Германом сидели на Кавказе, на Эльбрусе, и вот так делали. Да. Ну, чуть-чуть не повезло. Это все рядом. Это все возможно. Это все возможно, мир сузился. Так что, как говорится, Дмитрий, тебе хочется пожелать больших творческих успехов. Да. И давай, конечно, мы должны попробовать. Давай. Вот ложка я тебе чистую положил. Да. Пельмени я тебе тоже положил. Обязательно попробовать, что у нас получились. Крутота. Да. А вот этот соус мы не будем. Можно его отсюда прямо со сковородки брать. Что говорится? На мужика. Да? Пельмени всегда круто. Пельмени всегда круто. И вкусно. И вкусно. Да. Можем сядь и кушать, но передача заканчивается. Дмитрий, у нас такая традиция есть. Да, пожалуйста. Спасибо, что ты наконец-то пришел, как говорится, да, нашел время. И вот, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, я всем желаю добра, здоровья, впереди лето. Я уверен, что все будет хорошо у всех у нас, поэтому с позитивом надо смотреть в будущее. Ну что, Дима, еще раз спасибо тебе большое. Я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Дмитрий Давыдов, продюсер, сценарист и режиссер. А я Петр Цыбандин. На этом заканчивается наша передача. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда, просто